В эфире Якутии-24 программа «Актуальное интервью». За последнее время в республике участились случаи гибели и травматизма детей при пожарах. С начала года, по данным МЧС, в огне погибли 29 человек, в том числе 1 ребенок. Травмировано 16, из которых 6 дети. О том, как избежать несчастных случаев и как предупредить травматизм, мы поговорим с гостем студии, начальником управления отдела Госпожнадзора МЧС России по республике Сергеем Овчинниковым. Сергей Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что выделили время ответить на наши вопросы. Для начала, почему растет количество погибших и травмированных людей при пожарах в республике и в особенности детей? И каковы главные причины этого? Ну, однозначный ответ, конечно, на этот вопрос нельзя вот так сказать. Вообще у нас наблюдается тенденция уже несколько лет, это снижение количества пожаров. Но последние 2 года наблюдается, неуклонный рост количества погибших на пожарах взрослых. В среднем у нас погибает ежегодно 72 человека на пожарах, и из них детей 8. Ну, здесь, конечно, все зависит от того, насколько каждый человек, житель нашей республики, готов вкладывать в обеспечение пожарбезопасности. Здесь экономическая составляющая наиболее, наверное, актуальная, потому что готов ли житель вкладывать в ремонт своего электрооборудования, своего жилища, в ремонт системы отопления, своевременно отремонтировать и провести техническое обслуживание. Также зависит климатические особенности нашей республики. Чем холоднее период, у нас не секрет, что декабрь, январь – это всплеск пожаров и, соответственно, последствия от них, в том числе и гибели. Ну и, конечно, это отношение людей, недооценка той опасности, которую влекут за собой пожары. А что является еще сопутствующим фактором несчастных случаев? Ну, как показывает анализ пожаров, 50% погибших на пожарах людей находятся в состоянии алкогольного опьянения. Это такой основополагающий фактор, который несет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Ну и в 30% случаев это нахождение в состоянии сна. Так как пожары с гибелью людей у нас в основном происходят, как правило, в ночное время, когда люди находятся в таком необеспеченном безопасном состоянии и не могут адекватно среагировать, выйдя из сна. А также один из факторов – это невозможность принять адекватные меры по своей эвакуации в связи с малолетством для детей или же из-за физических возможностей – это престарелые люди, инвалиды. Сергей Геннадьевич, когда говорят «несчастный случай», обычно предполагается, что это что-то неизбежное. Но ведь когда речь идет о травмах, предполагается, что большую их часть, если соблюдать определенные меры предосторожности и безопасности, возможно избежать. Что нужно знать, чтобы максимально обезопасить себя и своих близких и родных? Ну, конечно, надо соблюдать культуру безопасного поведения в первую очередь. Соблюдать пожарную безопасность в быту, зная, что у нас основными причинами пожара является это неосторожное обращение с огнем в 45% случаев. Соблюдать меры безопасности при разведении костров, осторожность при курении. В 25% случаев это причиной пожара является нарушение правил эксплуатации электрооборудования. У нас не секрет, что в квартирах появилось очень много электрооборудования нового, которое имеет большую мощность, его большое количество, но при этом электропроводка в квартирах, она не ремонтируется своевременно, не заменяется и, соответственно, не выдерживает просто той мощности, которая используются. Наверное, причиной еще нередко становится и то, что это самое новое электрооборудование и, наверное, используют как-то не так, не прочитав инструкцию по эксплуатации или что-то в этом роде. Да, бывают факты пожаров и по этой причине, конечно. А во всех ли школах сегодня преподают такой предмет, как ОБЖ, и помогает ли он детям правильно себя вести в опасных для жизни ситуациях?
Да, ОБЖ, в принципе, согласно образовательного стандарта, оно проводится практически во всех школах. Там на этих уроках учат не только экстремальному поведению, то есть при экстремальных ситуациях, но также и тех мерах безопасности, которые необходимо предусмотреть, чтобы не попасть в критическую ситуацию. Значит, нужно помнить, что качество проведения ОБЖ, это как любого предмета в школе, это зависит в первую очередь от профессионализма преподавателя. Мы со своей стороны, как пожарная охрана, как федеральная, субъектовая, всегда принимаем участие в проведении этих уроков ОБЖ. И проводим дни открытых дверей в пожарных частях. Но необходимо помнить, что в первую очередь те навыки и знания, и культура поведения детей, она закладывается родителями. Только собственным примером родители могут воспитать в детях культуру безопасного поведения. Сергей Геннадьевич, все говорят о том, что нужно знать правила пожарной безопасности, но нельзя ли привести какой-нибудь конкретный случай, какое-нибудь такое знаковое событие, когда действительно эти знания человек смог применить на практике, и это в реальной жизни помогло ему спасти свою жизнь? В качестве примера я хотел бы привести два случая, которые произошли у нас в республике в прошлом году. В октябре прошлого года произошел пожар на квартирном жилом доме в одной из квартир. В это время в квартире находилось 4 детей. Самому старшему было 10 лет. Из-за неисправности электророзетки произошел пожар, возгорание электропроводки. Мальчик не растерялся, он смог оценить обстановку, открыть входную дверь и эвакуировать, вывести из горящей квартиры детей 4, 5, 6 лет. Хотелось бы отметить, что в это время матери этих детей отмечали праздник День матери совсем по другому адресу, не задумываясь о том, как они выполняют свои материнские обязанности. И второй пример – это в селе Сунтар в ноябре прошлого года. В частном жилом доме находилось 5 детей и хозяйка дома. 10-летний ребенок, проснувшись ночью под утро, услышав лай собак, почувствовал запах дыма, открыл дверь из комнаты и увидел, что весь дом уже охвачен огнем. В этой комнате находилось, кроме него, еще 4 детей. Он, сообразив, что не стоит уже выбегать через горящий дом, разбудил детей, открыли окно и, не одеваясь, уже он вывел всех детей на улицу. Тут подоспели, конечно, вовремя соседи, но здесь отмечу, что хозяйка дома все-таки осталась в этом же доме, сгорела. А какая проводится работа вашим ведомством по снижению количества гибели и травматизма детей при пожарах? Может, внедряете какие-то новые формы и методы? Безусловно, конечно, МЧС проводит соответствующую работу и с образовательными учреждениями, проводим работу и в школах, в детских садах, как с учениками, воспитанниками, так и с педагогами, соответственно. Участвуем в проведении классных часов, родительских собраний. У нас на учете находятся семьи многодетные, находящиеся в неблагополучных ситуациях. Совместно с органами внутренних дел, с муниципалитетом, совместно с добровольцами осуществляем рейдовые осмотры мест проживания этих семей, оценку, делаем безопасность проживания детей в первую очередь. Исходя из этого, уже органами местного управления принимается решение об оказании какой-то адресной помощи или же по ремонту электрооборудования, ремонту печей. В настоящее время одним из перспективным способом обеспечения безопасности людей в жилье это является оснащение жилых помещений автономными пожарными извещателями, которые при возникновении пожара
оповещают людей с помощью звонка о возникновении пожара. Тем самым, если человек находится в состоянии сна, его разбудят и позволяют своевременно эвакуироваться. Но здесь есть недостаток. Единственное, что если в доме находятся только дети одни и не могут самостоятельно эвакуироваться, или же престарелые люди, инвалиды, техника не стоит на месте. В настоящее время сейчас реализуется план по оснащению данной категории помещений проживания малообеспеченных, многодетных семей, пенсионеров, инвалидов автономными пожарно-извещателями с функцией вызова, то есть сообщения о пожаре или соседям, или же пожарную охрану. Туда программируется от 6 до 10 номеров телефонных, и которые сообщают о возникновении пожара. Тем самым возможно эвакуация людей в более кратчайшие сроки. Сергей Геннадьевич, спасибо за то, что ответили на наши вопросы. А я напомню, что в гостях программы «Актуальное интервью» сегодня был начальник управления отдела Госпожнадзора МЧС России по республике Сергей Овчинников. И обсудили мы проблему детского травматизма при пожаре.